Некоторые руководители на местах по результатам работы журналистов всех СМИ республики по анализу качества работы по привлечению контрактников уже поспешили обвинить нас в распространении фейковой информации, вместо того, чтобы поблагодарить за помощь и начать работу над ошибками. Сразу отвечу на эти и будущие обвинения. Мы ничего не придумывали. Просто поставили себя на место будущих контрактников и звонили по телефонам, которые размещены на соответствующих сайтах, шли по указанным адресам и получили то, что получили. Словом, нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. Пожалуй, наиболее жесткий, но точный заголовок разместили журналисты издания «Казань Ферст». Они считают, что некоторые военкоматы Татарстана своим бюрократическим подходом убивают желание и возможность подписать контракт для защиты своей родины. Такой вывод сделали журналисты издания «Казань Ферст», посетив военкоматы Пестричинского и Верхнеуслонского районов под видом будущих контрактников. Но сразу отметим, проблемы во многих районах республики, которые журналисты агентства Татмедиа посетили, одинаковые. Нет должной координации между администрацией и военкоматами районов. У ответственных работников абсолютная путаница по выплатам и льготам. Нужно немедленно составить понятный и наглядный реестр выплат и льгот, отпечатать его в виде брошюры и распространить по районам, разместить соответствующие модули на районных сайтах. Там же проверить достоверность справочной информации и телефонов. В городах и районах очень мало визуальной информации о службе по контракту. Указанные телефоны часто молчат, либо берущие трубку некомпетентны и не заинтересованы в положительном решении. Ответственные за набор контрактников часто не обладают исчерпывающей информацией об условиях и порядке заключения контрактов, прохождении медицинского обследования. Их надо немедленно учить, а по возможности и мотивировать. И самое главное, в целом не просматривается организованная, целенаправленная работа с эффективным межведомственным взаимодействием различных ответственных структур в масштабах районов. И это, увы, горькая правда. В целом получается очень грустная картина маслом. Приходит патриотично настроенный человек, желающий встать на защиту Родины, а его окунают в бюрократическое болото, где все сделано, чтобы задушить его высокие порывы. И он, видя, как тяжело, со скрипом проворачивается заржавевшая бездушная государственная машина архаичной конструкции, теряет к заключению контракта всякий интерес. Конечно, назрели срочные, оперативные решения. Тем более набором контрактников надо будет заниматься и в этом, и в будущем году. При отсутствии результата могут быть приняты и другие, но более тяжелые решения. К другим темам. На протяжении почти века они созидают, сохраняют традиции и приумножают красоту. Есть еще в глубинках Татарстана места, где мастерство рук передается из поколения в поколение. Алексеевская фабрика художественного ткачества отметила в этом году свое 96-летие. Предприятие – феномен в масштабах страны. Единственное в России, где продолжают работать на старинных ткацких станках. Место, которое было и остается незаменимым центром ручного узорного творчества. Основанная в 1927 году, она сохраняет свою значимость даже в эпоху автоматизации и машинного производства. Когда-то это была артель-ударница, образованная в Алексеевском районе в 1927 году. До этого это была суконная фабрика, которая поставляла сукно для нужд армии Российской империи. Как фабрике удается сохранять секреты уникального ремесла столько лет? Откуда о них узнал Валентин Юдашкин? И почему искусство не умирает? Репортаж Диляры Юсуповой. Оглушительный стук в ритм. Эти раритетные станки с вековой выдержкой когда-то считались передовыми. И просто чудо, что они сохранились в первозданном виде и работают без перебоев. Каждая ткачиха создает в день от 2 до 2,5 метров полотна. Мастерицы заняты и руками, и ногами. Впереди большой заказ – дорожки и полотенца. Трудно поверить, что все это происходит на станках 1927 года. Настоящая диковинка сродни музейному экспонату. Тут надо быть очень внимательным, очень усидчивым. Но это бранная техника, мы полотенца делаем или на заказ в музее. Вот это делаем, старинные полотенца. Восстанавливаем.
ткачихи, они не только руками работают, также и у них работают ноги. Благодаря тому, что открываются, нажимая педали, открываются разные зевы полотна. И вот именно этот зев, вот такой вот, да, вот широкий, позволяет нашим ткачихам, перекидывая челнок, прессовать разную ткань. Вот здесь на хлопке, значит, делают скатерти ажурные с красивой такой рябчатой узор. Это московские художники рисовали. Такие настали времена. Ручное ткачество в течение многих веков, бывшее основным промыслом, превратилось в экзотику. Алексеевская фабрика оказалась единственным предприятием народных художественных промыслов в области ткачества в Татарстане и единственным в России предприятием ручного узорного ткачества. Это последний цех и последние станки. На некоторых никто не работает. Подобных умелец в мире единицы. Производство действительно уникальное. Это промысел, народный промысел России, который сейчас пытаются вообще возродить, возрождают многие, набирает популярность. Старинное здание из прошлого видно из окна. Возможно, его реставрируют, мечтают на фабрике. А пока мы гуляем по новому цеху. Все начинается с лекала и раскройки. Простые формы требуют тяжелого труда. И все это в хрупких женских руках. Делаем замеловку вот такими раскроенными ножами, вручную вырезаем детали. Физически это тяжело? Физически опасно больше, чем тяжело. Здесь не ткачихи, а швеи. В последнее время шьют для нашей российской армии. Форму, сумки, пояса. Это уже массовое заказное производство, но и без него никуда. Вот тебе автоматическая клепка и швейная строчка. Здесь, конечно, все куда проще, чем вручную. Но и тут свои нюансы. Сложность. Материал, во-первых, как скользкий, неподручный. То, что мы шили белые халаты, более-менее как-то, да. А сейчас, видите, ну и сложновато и замки. Ну, мы постараемся, конечно, все это преодолеть. Татьяна Денисова пришла в 90-е, потом ушла и снова вернулась. Говорит, машинка так и зовет, так и манит. Это, наверное, вот любовь простому. Я, например, со школьной скамьи я любил шить. И вот из-за этого пошло. Вот, не знаю даже. Ну вот хочется что-то руками. Ткачи. Да. Да, и души больше. И, знаете, радость в том, что сошьешь и получился. Бывший купеческий дом на улице Фабричной. О возрасте здания судить трудно. Внешне напоминает бараки. Внутри лабиринтные коридоры, дверь за дверью, выход в прошлое. Формально фабрика появилась в XVIII веке, но та, которая сейчас, была создана в начале 20-го. В Казанском архиве есть документы открытия в 27 году артели ударницы. То есть ее основание, ну, сейчас без бумажки как бы никак. То есть, да, была купчиха, да, было предприятие какое-то, но в 27 году образовалась артель ударница. Юридическое лицо, это венчальное льняное платье. Он хочет сделать жене, супруге подарок. Вот под размер, абсолютно просто под размер. Мужчина заказал, это в Москву тоже поедет, да. Изделия очень востребованы среди тех, кто понимает толк в эксклюзивной ручной работе. Тем более, что выполнена она на артефактах. Последний этап – готовая работа, упаковка и сборка. Ее тоже делают вручную. Такие вот салфеточки обрабатываются зигзагом. Потом я их расчесываю и конкретную длину подрезаю. Где ваши смартфоны? Где самолеты, машины? Россию управляет. Давайте все хором. Владимир. Александр Николаевич. Какой еще Александр Николаевич? Теперь догадайтесь, кто шил эти русские кафтаны для известного фильма. Да, здесь об этом говорят вскользь, как и то, что их клиентом долгое время был сам Валентин Юдашкин. Валентин Юдашкин, как и многие заказчики другие, тоже интересные, знаменитые, заказывают у нас полотно в основном. Тканое полотно произвести в России практически негде. И потом можно перерабатывать, шить из него что-то красивое. До сих пор заказывают? Сейчас нет, пока вот нет. А раньше, да? Узорные скатерти, столешники, полотенца, салфетки – все изделия изготавливаются из натурального хлопка и льна. Мы это ощутили буквально на себе. Нельзя удержаться, чтобы не примерить этот кусочек произведения ручного искусства. Мне идет? Прям как будто по тебя пошито прям.
Сюда приезжают с самых разных регионов России, те, кто теперь точно знают, что на берегу Камы живут хранительницы древнего, но не забытого знания. Как символ этого знания на производстве до сих пор хранят покрытую пылью старую и неопознанную временем швейную машинку. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней.